что, ребятки, наконец-то вырвались мы на рыбалочку, на свое классное место. Добрались. Не знаю, сейчас дальше будем забираться, там по дороге не знаю еще как, а пока доезжали, ну, в принципе, все нормально, хотя дожди были. Сейчас, прежде всего, как обычно, добываем миногу. Ну и сегодня у нас рыбалка на продольник, взяли фидер, как бы, ну, сегодня будем, ребята, отдыхать. Сегодня с Ильей. Погода такая устаканилась, но, в принципе, еще более-менее тепло. К осени пока еще рановато. Ребят, просто душа радуется. Наконец-то на реке, наконец-то на ночь вырвался. С работы все не получалось. Пробовал какие-то такие дневные рыбалки. Ну, это не мое. Я люблю ночь, я люблю конкретно, чтоб как оно было. Так что, ребят, сейчас копаем миног и пробираемся дальше. Да, ну весь процесс не стал снимать. По тому берегу прошли, все грязные, вода уже прохладная на севере у нас, ребят. Короче, сейчас посчитаем, сколько штучек. Пацаны троллингуют, поперли. Давай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, Вот такая минога, ребят, 26, смотрите. 27, 28, 29, 30. Короче, нормально. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Давай попробуем здесь. Нормально. Ну что, братва, накопали мы миножек с Илюшкой. Все там пишут за миножник, то что есть такой вариант. Все это мы знаем, как бы рыбалка это старинная минога в наших краях. И за миножик мы в курсе, как бы, ну миножик я лично сам по поздней осени только использую, а когда еще лето, там даже за бортом 10 градусов тепла, все равно я ныряю. Кстати, скину ссылку на канал, ссылку в описании, как зимой мы моржуем. Так что для нас 10 градусов это не страшно. Ссылочка в описании, ребята, посмотрите, как купаемся зимой. И дальше пробираемся. Сейчас у нас опасная дорога, очень сложная, но я думаю, мы доберемся до своего места. Жуголома. Жуголома. Жуголома, да. Да, после дождей. Чегис тоже сломался. Ага. Диалекты разные. Я же не Гагерво, понимаешь? Диалекты разные. Ага. А потом, ну и фраза появилась, чеголандский. Понятно. Вот так, ребят, все уже в тайге, уже пробираемся по таким просекам. Ну, человек такая зараза, то что он дорогу пробивает везде. Сейчас мы окольными путями проезжаем тоже. Опять пятнашка страдает. Как-то пробуем. Ну, там у нас местечко свое. У нас там все шикарно. На неделе были дожди такие небольшие. Ну как небольшие. Плевало так нормально. Середина августа. Здесь мне были ровно месяц, получается, с Ильей. Заезжаем. Куда приехали, блядь. Куда приехали, блядь. Ух ты, блядь, нифига. Тут вообще что-то палево стало, блядь, слышь? Вода аж, блядь, это, болотиная стала, Ну блядь. не ездят, потому что ездят по объезду. Ага. Мы же не знали, что. Житель оторвал. Глушитель оторвал? Походу, потому что волочится на земле. Эта лужа еще тоже глубокая. Ребят, добрались до нашего местечка. Все здорово, все шикарно. Месяцок здесь не были. Ну, прямо тут, ребят, в бару. Нет, я взял
другую там вещь. Вот тут, ребят, наш столик. Все на месте вроде. Наша доска разделочная, которую делали топором. Ложка наша, все здесь. Ведра там. Это все оставляли. Вроде все нормально. Сейчас разгружаемся. Разгружаемся и ставим продольник. Оставляли барбекю здесь. Вот она, сеточка. Все на месте. Все шикарно, никто здесь не был. Наше костровище. Все здесь чистенько. Все, сейчас с Илюшкой разгружаемся и занимаемся делами. Хорошие люди, ребят, дали нам лодочку на использование. Лодочка моторная. Сегодня будем не на своем фрегате, а вот на такой лодочке. Так что спасибо хорошим людям. Дали нам лодочку. Знаешь, канадская, 3 раза керкером, ну, все еще пена хуя. Котелок не неси, сразу это достать. Ага. Как обычно, ребят, основной груз это у нас мешок с песком. Или с камнями, или пляжный песок. Какой есть. В данный момент мы в тайге. И у нас здесь песка нету, пляжей. Ну, есть лопата, набрали. Килограмм на 30 будет груза. Все, сейчас завязываем. Основная веревка. К ней полторашка бутылка. Это поплавок убытие. По 50 граммолик. Хлеб черный. И вот такой шпик, ребят. Ну, тут тоже я не знаю. Сало получается, да, или перекрученное? Сало, да, ну, мясорубкой. Ага. С добавлением чеснока там, приправ. Да, да. Вот так на бутер намазал, ребят, как масло. Ну, вообще, в походе вообще четкая тема. Вот. Вот так он выглядит. Можно на сковородку вместо масла. И хопа, все уже можно там ту же рыбу пожарить даже. Сейчас по 50 граммулек за прибытие, за встречу, за вас, за нас и за спецназ, как говорится. Все, давай. Все, что-то за рыбалку, да, наверное? Угу. Хороша, как теща под лед. И погодка вроде распогаживается. Все нормально. Лодочку накачали. Все на приколе, все хорошо. Миножки есть, самое то. Все нормально. Ну все, начинаем процедуру. Туда-сюда. Нашли перспективное место. Мы, в принципе, здесь были уже. Знаем, что почем. Вот наш груз. Что, Илья, где-то здесь? Да, давайте подойдем. Ага. Вот наш песок. Мешок с песком. Да, килограмм 30, наверное. Вообще мелко, Илюх. Мелко? Угу. Ну, яма вот до этого берега идет. Запуталась, бля, с петелькой. С петелькой запуталась. О. Веревку большую сделали.
из-за петли запуталась. Все. Воздух уходит, да. Все, ребят, сейчас начнем насаживать продольничек. Наш основной поводочки и миножка. Небольшой монтаж по миноге. Вот миножка, ребят, получается. Такое существо, оно очень живучее, надо ее держать очень крепко. Вот получается. Сейчас в данный момент, смотрите, ребят, Илья обрывает губу. Губа обрывается зачем? То, чтобы миножка не зарылась в песок. Потому что она моментально зарывается в песок, и монтаж будет стоять, ну, просто пустой. Вот губа оборвалась, и под спиночку, ребят, насаживается, протыкается насквозь. И на крючке она, получается, язвит, гуляет, играет. Оп, крючки должны быть остренькие. Все. Немножко насадилось, ребят, и все. Поводочек пошел. Вот, друзья, продольничек на мазях. Вот бутылочка стоит. И получается, вот так мы здесь его протянули. Где-то до сюда. Лодочку подняли. Там у нас в ведре поводки, грузила. Вот все для продольника. Сейчас время начала 6-го. Часиков 10 мы, думаю, его проверим. Пускай он часиков 5 постоит. И ночью еще одна будет проверочка, часиков 3, наверное. И уже утром съем. Ну и заодно проверка получается. Погода вроде дает, ребят. Что-то были какие-то тучи. Вроде как уходят. И там у нас вообще шикарно. Все чистенько. Вот все видно. Все нормально. Рыбалка промысловая, ребят. Будем добывать любого хищника. Это как налим, щука, окунь, язь, голавль, судак. Ну, судака у нас очень мало, редко он, но у нас все равно он есть, попадается. И бестер. Бестер — это помесь белуги со стерлядью, ну и сама стерлядь. В итоге у нас есть, ребят, две лицензии на поимку стерляди. Данную рыбалку мы можем поймать 6 штук. У нас 2 лицензии. На брата получается 3 рыбы. Ну и, соответственно, размер ее контролируется. Если она не крупная, то мы ее будем отпускать. А так все. Идем на базу. База отдыха наша. На неделе Илюха заготавливал короеда. Ты где их нашел-то вообще? В бревне. В бревне? А что, пилил что-то, да? Да, на работе. На работе, да? Но много не дожило, ребят, смотрите, сколько вот. Просто паник. Вроде как будто и прохладно, а что-то ему не хватило, хрен поймешь. Хотя и вокруг как все нормально жил. А так вон такие короедки, ребят. На фидер будем насаживать, рыбалить. Это можно прикормку, да, запустить, Илюх? Да, прикормку отделяем. Ну да, что, пускай она там работает, все равно как никакая съедобная приманка. Хотя прикормочку взяли от фирмы Клёва. Компания подбачила. Он взял 2 пакета таких. Взял. Это все забодяжим. А я ее тащить потом домой замороженную. Так, Илюша сразу хочет приготовить прикормку. Значит, у нас как кора здесь получается, конопля, биотин с шоколадом. А здесь что взрываешь? Конопля, бетаин. Не написано на кого. Не написано, да? Нет. Ну, здесь серия идет. Желаем клевой рыбалки. Клевой рыбалки. Ну, вот фракции разные, ребят, видно. Там черная была, получается. А здесь вот. Ну, видно, кукуруза есть. Вот она перемолота. Пахнет, да, реально шоколадом. Вот это вот тоже добавь, Илюх. Это как комбикорм получается. Клубничка. Ляпочковый. Добавляй, нормально. Он разбухнет. Ну, еще утром потом докормим. Почувствуй, как вонюха, как конкретно клубника. Нормально, супер. Вот. Все, короедов своих тоже добавь туда. Вот здесь смотри, вообще семечки, смотри, видно, семечки есть. Да, прикольно. Короедиков своих добавь. Это уже от Ильи, слышишь? Вот, сейчас все это водичкой запарим. Пускай настаивается, пока будем заниматься дровами. Ого. Есть ложка, есть палка. Сейчас Илюха забодяжит что-нибудь.
О, ложка-то не дожила, слышь. Пойдет. Ё-моё, блин. Шереметовская лодка не дожила. Все, Илюха начинает бодягать, пускай ведерко сделаем сейчас одно, потом разбавим по 2 ведра и уже сядем спокойненько. Пока времечко, ребят, есть, ну, заготовим дровишки. Тут какой-то ураган проходил, много сушин валяется. Сейчас напилим здесь, приготовим и будет нормал. Нет, ну ты мужик, слышь. Мужик, ребят, смотрите, что творит. Здесь финочки. Парень. Утро вечер это. Ага, финочки по-любому нужно будет, да. Вот так пошагово, ребят. Такое кострище. Илюшка сделал пару веников. Держи. Подмести здесь, да, немного? Да, стол, да, скамейки. Ага. Здесь веревочка, сейчас перевяжемся. Хорошо, все равно тут как какая-то база. Есть веревка, есть проволока у нас здесь. Ну есть все. Есть колуны, топоры, лопаты и так далее. Ну, все, огонь. Палочкой подметем. Дровишки колятся, все пилится. Он прям здесь, ребят, не отходя от кассы. Закидал, сушина есть. Все, огонь. А здесь тут раз мы сделали шашлыки здесь в этом месте. Вот на этом. На этих вещах. И вон там навалило, ребят, что-то вообще. Ураган какой-то проходил, походу. 2 бревна, да, финка свечки сделали. Саморезики, все, вон, поднеслись. Кстати, после 2 августа, вот в плане банных веников, Илья говорит, они вообще еще нормальные. Они еще липнут, да. Что-то по писюльке хапнули, ребятки. Туда-сюда. Ну, сейчас хотим попробовать на фидер порыбачить. Тут место такое неперспективное, конечно, для фидера, блин. Тайга конкретная. Ну, хотим прорубиться и найти себе местечко. Головлюшку, может, какого-нибудь половим. Резишку. Сейчас проходим пока. Так, чехлы у меня с собой. О, нифига, ребят, смотри, прикол. Шлепок вдетый. Причем еще детский. Тайга тайгой, какие-то приколы все равно присутствуют. Сейчас идем. С Илюхой посмотрим местечко. Может, что найдем. Так, побросаем. Приконку взяли. Может, что подловим. Это где-то Илюха здесь. Опа. А вот тут, ребят, между кустов такой мысочек небольшой. Правда, травяной такой. Ну, здесь никто не рыбачит. С тайги такое место. Здесь деревья завалены. И здесь деревья завалены. И здесь такой буквально 5 метров как раз нам для фидера. Чпок-чпок покидать. Там пляж на той стороне. И здесь сейчас оборудуемся, оборвемся, траву оборвем, присядем, взяли стульчики, фидера, прикормка, немного пива для настроения. И будет здорово, ребятушки. Все будет четко. Вот, ребят, здесь присядем на фидер. Такое место. Нам фартануло, то что здесь такая есть проталина в кустах. Немного оборвались. Руки пахнут мятой. Тут везде мята. Четко. Там Илюха оборвался, вон его копна растет. В принципе, вот так сяду. Нормально. Здесь недалеко от берега попробуем поклевать головлишку немножко, езишку, окунишку.
черви туда-сюда. Стульчики. Вот стульчик сюда поставлю. У нас, ребят, никаких мазков нету. Там подходов таких спокойных. Приезжаешь, вот так как-то. Хорошо, кустов нету. И обычно еще обрубаешься. Здесь и попробуем. Попробуем сейчас сесть. Вот так, ребятки, в кустах расселись с Илюшкой. Так, что-то мелочойка поклевывает. Кстати, всех охотников с открытием охоты. У нас в нашем районе открылась охота на водоплавающую дичь. Ну, вот слышно выстрелы, кто-то гоняет. Мы вот так швыряем фидера в кустах. Опа. Вот так как-то. Что-то мелочушка поклевывает, но еще пока ничего не поймали, ребят. Но мы не за этим приехали, естественно, мы приехали за трофейной рыбой. Так, разнопланово, чтобы досуг свой утолить. Немного покидаем фидера. Ну вот, ребят, на общее нарвались. Все равно мелочушку. Сейчас приблизю, Люх. Аруха, да, Люх? Да. Ну приятно, что? Прикольно. Пирку, блядь. Сета, блядь. Да, согласен. Ну что, нормально. Вот, ребят, буквально сейчас начали поклевочки. Правда, ерши стало столько ловиться, я не знаю. Я сейчас тут кормуха занимаюсь. Вот, Илюха поймал уже какую? 4-ю или 5-ю, наверное. Ну, прикольно, что, нормально. Так, с Илюха ловим, сидим, мелочушку ловим. Что-то сходит, конечно, у него много. А так ловим мелочушку. Для удовольствия. Че, Илюх, поймал? О, красавчик. Че, поймал? Сорогу, да? Покажи. Че, пацаны, так-то весело. Ну, надо все равно дела делать. Мы приехали на промысловую рыбалку. У нас есть продольничек. Сейчас пойду замучу костерок. Туда-сюда. Надо готовить ужин. Что-то мелкий подлещик радует. Плотва. Так здорово вообще, в принципе. Ну, дела надо все равно делать. Опа, дрова. Мелкие какие-то. Сейчас костерок забодяжим. Вон на стол. Все нормально. Шикарный костер, ребят. Ну, когда есть дрова, вообще нормально. Илюшка, что мутишь? Фонарь зажигай. Занимается ужином, да, уже? Давай. Зажгу сейчас фонарек, чтоб уже было. Погодка, ребята, испортилась. С Илюшкой уже пришли на базу. Что-то поймали там немного лаврушки этой. Плотва такая клюет. Ну так, отдохнули, в принципе. Ну, у нас рыбалка-то по-свойски, у нас по-другому рыбалка сегодня происходит. А так на базе, сейчас на базе идет дождь. Дождь, зараза, пошел. Не знаю, камера не передает, наверное. Ну, у нас здесь, в принципе, костерок неплохой. Есть дрова, есть пила, есть стол. Сейчас будем готовить ужин, что-то покушать. Илюшка там разжигает уже финскую свечку. Жарится, А, уже жарится, да, Илюх? Что там жарится-то у тебя уже? там уже морковка с луком. А, морковка с луком. Пока я разговаривал по телефону, короче, Илюшка тут уже начал мутить дела, короче. Ладно, давайте смотрим дальше. Что на ужин, братан? Сегодня капуста тушеная Капуста в тушеная. томатной пасте. Вот. Рагу свиное. Сейчас пожарим. И картофанчик тоже пожарим. Блять, ну это нормально, братан. Ребятки заливают нормально вообще. Илюха что-то пытается еще там приготовить. Вон там. Я прибежал убрать камеру. Потому что вообще, ну, реально заливает. Жесть вообще конкретно. Надо что-то покушать, приготовить.
Ну там возле костра вроде как более-менее, потому что огонь большой, но все равно. Идет гроза, сверкает, все гремит. Вот так поливают, ребят. Ладно, терпим пока, терпим, ребят. Ребят, утро доброе. Проснулись, короче, ребятки. Ну, всю ночь дождь шел. Вообще всю ночь не давало нам ничего сделать. Да, короче, мы, ребят, решили поспать. Выспались нормально вообще. А сейчас с утреца нормальная погода. Солнышко стоит. Вот пятнашечка наша спасла. Вообще заливала конкретно, конечно. Илюшка уже с утра костерок забодяжил. Ну, все четко. Все четко, все нормально. Сейчас что-нибудь перекусим. Пойдем фидера покидаем. Ну и продольничек надо проверить. Ночью ходили, проверялись. 3 головля у нас. Головля, да, Илюх? Да, вон здесь у нас головля. Да, вот 3 головля. Один такой достойный, вообще красавец. Блин, а где ясь-то, в принципе, слышь? Где ясь-то, говорю? Я здесь. Вот так. Вещи как так спрятали тут. Ну, стол залило у нас, вот вообще хлам, блин. Все, в машине вот сидели, что-то. Илюха у нас тут еще ночью капустку с мясом жарил, тушил тут вообще нормально так, блин. Продукты все залило, блин. В итоге мы расслабились вчера, поднакидались маленько. Ну, это нормально, что. Это все огонь, это все нормально. И все время провели в машине, в итоге часов в 12 в час мы уснули. Дождь все продолжался, Илюха пару раз вставали, все, дождь шел. Буквально только вот к утру поднялся ветер, все распогодилось, и сейчас в данный момент идет солнце. А так попали, вон до сих пор все сырое у меня, блин, не высохло нифига, блин. Ну как-то так, ребят, бывают и такие у нас моменты. Это рыбалка, это жизнь, история. Ну что, братишки наши, идем проверить. Один баллон, считай, заслушка спустила. Пустила, да, баллон все равно? Один заебись, а второй вот. Вот он, вот этот баллон, видишь? Ага. Значит, там где-то дырочка, да? Все, ребят, идем на воду. Сейчас будем сниматься, проверяться. Посмотрим, что за рыбка у нас попалась. А так пока в данный момент. Вчера в дождь проверялись вообще с Илюхой. Ну, решили провериться, потому что была минога у нас. Жалко было оставить на ночь без проверки. Но в итоге мы не зря проверили, да, Илюх? Сколько мы миног посадили еще? Ну, минут 30. Потому что все крючки были пустые вообще. Все пустые крючки были. Вот этот голавль, зараза. Крючок большой. Он не секет миногу. Он ее рвет. Обрывает. Не знаю, за ночь попался, не попался трофей. И на конце мы опять оборвались. Это походу налимы. Налим берет. Он затягивает в корягу какую-то. Ну потому что не может быть такого. Я не понимаю вообще, как это происходит. Сейчас грузимся и уплываем. Вот, ребят, идем проверочку, уплываем. Опа, бутылочка здесь. Бровочка тоже маленько не подугадали, потому что мелко. Так, беру поводок в хлам. Много есть, там много есть. Там рыба, да, какая-то. Да. Ебаный. Не матерись. С ночи уставший. Кто там такой? А? Налим. Окунь. Так, возьми его. Там уже все. Ага, он подустал. Окунь. Окунь, да. Уже много живая. Ага. Ну мы с тобой также проверились в тот раз. Идем дальше. Еще один окунь. Класс. О, его затрепала щука. Смотри, щука его хватала. Да ладно. Смотри, братан. Угу. Жесть какая щука была. Щука затрепала.
Ты понял? Вот где она, зараза, блядь? Смотри. Тут вообще как минимум пятак был, блядь. Такого головля затрепать. Ё-моё, блин, не попалась. А есть, блядь, миножка и не трогает. Зараза, блин. Щука вообще конкретно. Ну как так, ты смотри. Места живого нету, да? Е-моё. Так она его заглатывала уже, она вот здесь уже была. Да, переваривала уже, ну. И отпустила, блин. Щука была матерая. Смотри, миножки ну, нормальные. Рабочие миножки. По ощущениям пока ничего такого не чувствую, что какая-то рыба есть достойная. Немножко в хлам. Полминожки просто оторвали. Точки пустые. Да. Да, щука была достойная, конечно. Тут, смотри, перекручено все. Тоже Рыба была. Тут Илюха что-то есть. Уже все, уже поздняк. Поздняк. О, улишка. Ну себе, он долго тут сидел, ебать, он разъебал. Все. Они матерились сильно. Все себе уничтожил. Ага. Головлишка. Илюха, рыба. Рыба. Что-то хорошее, Илюх. Что-то тут сразу после того поводка. Ух. Конкретно что-то, Илюх. Конкретно. Сейчас. С подниманием. Бля, не понимаю, какой поводок там. Ух ты, бестер. Не могу. Бестер. Рукой возьми, рукой, братан, возьми. Бля, рукой возьми. О, ну ё-моё. Вот так вот клево, вот так нормально. Бестер. Ну это уже хороший бестер. Это уже достойно. Зараза. Я не прыгал, не поднимается, понял? Между ног положил. Там отцепи от этого. Нагрузили, взял, бля. Бестер хороший, достойный. Такой. Ближе к 2 нах. Нормально. Ну, вот эти вот головли только хвосты оставляют, смотри. Да, они такие хуярят. Угу. Тут тоже перекрутился. Зараза, бля. Да, щука была, блин, достойная. Уже чуть ли не попалась, блин. Тучки пустые, блин. Что-то есть. Есть, да, рыба. Не крупная? Не крупная, головы. Тоже Смотри. поёбанный. Да ладно. Ебать. Смотри, да ладно. Братан, рыба. Давай в темпе вальс. Сейчас. Сейчас подниму. Вижу против солнца хуярит. О, хороший. Достойный. Братан, мимо. Ты как-то заводишь, неинтересно. Она зацепилась нахуй. Так возьми. Поднимай только сразу. Вот так. Ты понял, тут какая... Смотри. Я его тоже хватала. Ты представляешь? Вот она курятина, блядь. Она по продольнику шла и каждую рыбу хуярила. Вот она тут же. Или там в тот раз щука, блядь, прыгала. Значит, на живца надо ставить, на мелких живцов. Жерлицы. Зацеп. Блять, какой-то мы тут нашли нахуй. Зацеп, все. Полностью оторвал, да? Да, оторвал. Все, оставим еще? Стоит. Груз прицепи. 5 груз цеплять. А что потом делать? Держите, да? Сейчас что-нибудь найдем. Должен где-то груз быть. Там мы же груз не цеплялись уже. И вот, ребят, тут живет какой-то монстр. Вот такого головля. Как так? Просто жрать его, блядь, вообще без
Смотри, чешуи вообще нету, братан. Вон где была, видишь? Да. Миногу, кстати, не трогает, берет чисто это раз. Зачем он базарит? Вот, Где? вон, да. Да. Смотри, она его пропорола просто. Так он голавль-то, Ну, слышь, он до сюда хватало ее. грамм 500, блядь, голавль. Ага. И вот этот, вот этого бородягу, все, она вообще в хлам. Рыбу забрали. Не, ну такого головля, вот с ведро не залазит. Просто брало мне. Жесть. Ну и бестерок, ребят, у нас. Это не стерлядь, ребят, это бестер. Помесь белуги. Помесь белуги, стерлядь. Растет до 1,5 килограмма. Он тут достойный попался. Вот мы его взяли. По лицензии проходит он. Такой размер. По лицензии он проходит. Ну и ведро он головлян. Ну щука какая-то монстр. Надо будет что-то придумать. Поставить в следующий раз какие-то поводки отводные. Может, здесь с тобой? Решили перекусить. Вот картоха запеченная. Вот от детства опять же. Да, Илюх? Ну картоху Илюх запек вообще шикарно. Она аж поджарилась как будто бы. С солью. Помидорчик, огурчик, хлебушек туда-сюда. 50 граммулек. На здоровье. Ну и капусту доедаем сейчас с мясом тушеным. Потому что Илюха подольше тушил. Так и мы тут и не убрались. Такой бардак, как развалились. А что, пришлось нам в машину идти. Без вариантов. Хотели посидеть ночь. Но ночь не дала нам. Сидим пока. Завтракаем. Вот так, на севере завтракают. Илюха окуня поймал. Что-то с утра окунь вышел, но... Давай его на живца поставь. Сейчас поставим туда на живца, ребят, его. Пускай там стоит. Да не, поставишь. Нормально. Ну что, ребят, посидели по фидеру. Что-то половили. Мелочь. Ну а что, прикольно. Поймали много окуня, кстати. Илюха говорит, завяли. Взяли окуня. Такой. Малыши. Парочку только нормально взяли, наверное. А так прикольно. Все, идем на базу. Сейчас собираемся, идем сматываем продольник. Ну и домой поедем потихонечку домой. Все, ребят, покидаем наше местечко. Сейчас сразу положу, чтобы не был костерок наш, бутылки догорают, две чурочки расколоты. Илюха венчик сделал. Все сюда положу, сильно не мокло. Все, прощаемся с местом, ребят. Ну неплохо отрыбали, что. Ведро везде. Одного бесера взяли. Одна у нас лицензия прогорела, получается. Лицензия суточная дается, все равно. Ну, одного бесера взяли. Этим довольны. В принципе, такая рыбалка лентяйская, но она промысловая называется, ребят, все равно. Попали под дождь. Сейчас будем выезжать. Все, вперед, тайга. Выезжаем.